Доброе утро, дорогие друзья! На календаре 19 июля, понедельник. В эфире телеканалов Якутия-24 НВК Саха программа «Утро Якутии». И эту неделю каждое утро будем с вами мы, Дарья Анкехова и Павел Танин. Да, сегодня, как и всегда, впрочем, постараемся провести это утро максимально информативно, полезно, весело, познавательно. А для этого приготовили много чего интересного. Например, заглянем в самую святую святых любой библиотеки – это книжный фонд. Мы также узнаем об истории реставрации ретро-автомобилей. Интересные гости нас также ждут, новости, информация о погоде и многое другое. Необходимо напомнить, что работаем мы в прямом эфире. Если у вас есть замечательный повод, допустим, передать привет, либо поздравить своих близких, ну или, возможно, задать какой-то вопрос, успевайте. Адреса вы видите и телефоны прямо сейчас на ваших экранах. Мы обязательно с вами свяжемся. Да, ну а для пущей уверенности номер нашего WhatsApp я напомню: 8 914 273 4488. Ну и наш аккаунт в Инстаграм _, Якутии. Там мы выкладываем все материалы наших выпусков. Можете их смотреть, делиться с друзьями, комментировать. Ну или в крайнем случае хотя бы просто нажать кнопочку лайка. Это будет нам приятно. Паш, ты знаешь, сколько сегодня градусов у нас? Нет, поэтому, я думаю, имеет смысл сейчас поговорить как раз-таки о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 14 градусов. В Заречной группе 11-17 градусов тепла, в южных районах 17-15 выше 0, в Вилюйской группе плюс 18, плюс 20, в Нижнеленских 14 градусов тепла, в западных районах 19-15 выше 0, в Колымо-Индигирской группе Улусов плюс 7, плюс 12, в Янских плюс 6, плюс 12, на северо-западе 15 градусов тепла. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 11 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер штиль. Сегодня днем ожидается без осадков, дым, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха будет плюс 26, плюс 28 градусов. Что ж, отсутствие осадков, конечно же, немного огорчает, потому что все-таки уже несколько дней, как минимум, Якутск затянут дымом, но так понимаю, что история, она достаточно масштабная в нашем регионе, и тут хотелось бы, да, конечно, порекомендовать вам всем, уважаемые телезрители, в это время, пока много дыма, лучше поменьше выходить, без надобности вообще не выходить из дома, закрывайте окна, смачивайте маски, носите респираторы, если у вас они есть, ну и больше воды пейте, потому что действительно только так себя можно обезопасить от воздействия углекислого газа. Действительно, не забывайте про то, что необходимо делать влажную уборку обязательно, и, конечно, многие эксперты советуют покупать все-таки увлажнители воздуха, да, если у вас их нет. Да, еще лучше говорят, что помогает именно, как его правильно называют, не фильтратор воздуха, я забыл это слово, но, в общем, и такой прибор, который очищает воздух в квартире. Они маленькие, портативные бывают, ионизаторы в том числе. Ну а вообще, какая ситуация у нас с пожарами, я думаю, нам расскажут наши коллеги из информационной службы. Мы передаем слово Новостному обозревателю Кристине Якуповой. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Председатель правительства страны Михаил Мишустин поручил Минтруду и Роспотребнадзору разъяснить работодателям порядок проведения вакцинации и учета процента получивших прививку. Ведомства должны будут доложить правительству о результатах работы до 20 июля. Напомню, массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации для работников ряда отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 4 вакцины от коронавируса. Это «Спутник Ви», «Эпивак Корона», «Ковивак» и «Спутник Лайт». МВД России прорабатывает вопрос внедрения экспресс-тестов для выявления пьяных водителей в следующем году. По выдыхаемому воздуху специальный прибор может определить наличие паров алкоголя. В ведомстве отметили, что применение подобных средств позволит минимизировать временные затраты при общении водителей с сотрудниками полиции и предотвратить конфликтные ситуации. При отказе водителя проходить тест он направляется на медицинское освидетельствование. В России за первый
первую половину этого года за управление транспортом в состоянии опьянения привлечены к ответственности более 220 тысяч водителей. Около 27 тысяч из них привлекались повторно. Треть россиян не поддерживает идею четырехдневной рабочей недели, опасаясь возможного сокращения доходов, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы «Суперджоп». Оно проводилось с конца июня до середины июля. В нем приняли участие 1000 работодателей и более 1500 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Россиян предупредили, что смартфоны снижают иммунитет. Об этом сообщил офтальмолог, доктор медицинских наук Игорь Азнурян. Вирусы могут проникать в организм через слизистую оболочку глаза. При этом длительное использование компьютера или смартфона нередко приводит к возникновению у человека синдрома сухого глаза. Это когда слезные железы не выделяют нужное количество влаги, что негативно влияет на органы зрения. Развитие такого состояния может подорвать местный иммунитет человека. Врач посоветовал применять глазные капли, чтобы избежать неприятных последствий. Синоптики прогнозируют осадки на западе Якутии сегодня и завтра. В центральные районы региона осадки придут 23 июля. При этом синоптики отмечают, что ветер в центральных районах и Якутске поменяется на юго-восточное направление 21 июля. По последним данным, дым от пожаров со стороны горного района в столицу республики принес северо-западный ветер. Задымленность также наблюдается в ряде районов Якутии. Роспотребнадзор рекомендует минимизировать пребывание на открытом воздухе, особенно в жаркое время суток. По возможности ограничить физические нагрузки. К этой минуте у меня вся информация. Коллеги. Спасибо, Кристина. Ну, мы тоже внесем свою лепту в информирование населения. Информация о сегодняшних работах по промывке сетей водоснабжения в городе Якутске. Сегодня ночью с 10 вечера 19 июля до 6 утра 20 июля в связи с работами по промывке и дезинфекции как внутриквартальных, так и магистральных сетей водоснабжения воды не будет в 61-м квартале, в 62-м квартале, а также в районе «Газпрома», племобъединения, Кирзавода, на Маганском тракте 2-4 километр, на улице Можайского. Ну, улица Можайского касается только частных домов, а также на улицах Циолковского, Быковского, Гагарина, Жуковского, поселке Борисовка-2 и в районе Хатын-Уряха. Напомню, что эти работы проводятся для того, чтобы система водоснабжения в зимний период функционировала должным, качественным, бесперебойным образом, поэтому нужно относиться, конечно, с пониманием к этим работам. Ну что, и самое главное — запастись водой, правильно же? Да? Ну, тем более ночью вовремя принять душ и пораньше лечь спать. Это всегда полезно. Ну что, мы продолжаем наш эфир. Сегодня 19 июля. И в этот замечательный день 3 человека, 3 народных любимца отмечают день рождения. Да, во-первых, это фактически самый лучший Шерлок Холмс, даже по мнению самих англичан. Это народный артист РСФСР Василий Ливанов. Ему сегодня исполняется 86. Омолодил человека, 86 лет ему сегодня исполняется. Действительно, сегодня 87 лет отмечает знаменитый Павлик. Откуда? Из «Иронии судьбы». Все верно. И также 83-й день рождения отмечает любимец. Тот самый Мимино. Вахтанг Кикабидзе. Мы, конечно же, поздравляем, естественно, именинников сегодня. Ну и, конечно, сейчас имеет смысл рассказать о том, какие еще события в разные годы в этот день происходили. 19 июля – День пирожков с малиновым вареньем в России, День юридической службы Министерства внутренних дел страны и День моря в Японии. По народному календарю, если луна ярко-белая, то температура понизится и не будет дождей. Если в небе показались желтые тучи, это к дождю. 19 июля 1485 года на Москве-реке заложили старейшую из башен Московского Кремля – Тайницкую. 19 июля 1790 года произошло Керченское сражение между русской и турецкой эскадрами. В этот же день, в 1900 году, в Париже открыли метро, одно из старейших в мире. 19 июля 1980 года открылись 22-е летние Олимпийские игры в Москве. В 1914 году в этот день на свет появился Сэмюэль Кольт, американский оружейник и промышленник, изобретатель шестизарядного револьвера. 19 июля 1893 года родился Владимир Маяковский, советский поэт.
19 июля 1934 года родился Александр Ширвин, советский и российский актер театра, кино и эстрады, режиссер, сценарист и педагог. В 1935 году в этот день родился Василий Ливанов, советский и российский актер, сценарист и режиссер, народный артист РСФСР. 19 июля 1938 года родился Вахтанг Кикабидзе, советский и грузинский певец, актер, режиссер, народный артист Грузии. Именины в этот день отмечают Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Архип, Валентин, Василий, Виктор, Ефим, Иннокентий, Лукьян, Марфа, Ульяна и Федор. Что ж, на прошлой неделе 25 педагогов, которые 5 лет проработали в арктических школах, получили жилищные сертификаты. В республике существует несколько программ, по которым молодые специалисты после института уезжают работать на север, какой-то продолжительный срок там работают, после чего и претендуют на получение вот подобных сертификатов. И эта программа действительно работает. Да, и сегодня об итогах этой программы, а также о развитии ее в будущем мы поговорим с первым заместителем министра образования и науки Михаилом Присяжным и с одной из первых обладательниц жилищного сертификата, учителем английского языка Еленой Потапенко. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну и первый вопрос, конечно же, будет к Михаилу. Михаил, расскажите, пожалуйста, каковы основные цели данной программы и насколько успешно она продвигается? И, конечно, сколько молодых специалистов у нас сейчас вообще уехали в арктические районы и ждут вот того самого сертификата? Ну, на самом деле, наверное, сертификат – это не самое главное, да? Программа с традициями, с историей. Зародилась она достаточно давно. В 2006 году тогда появилась республиканская целевая программа «Жилище». И почему тогда это было придумано? Потому что действительно наметился некий дефицит притока молодых кадров именно в арктические северные улусы. И поэтому решили стимулировать. То есть логика такая. Есть вакансии, которые не заполняются в течение нескольких лет постоянными учителями. Эти вакансии фиксируются. Под эти вакансии объявляется специальный конкурс для педагогов в возрасте до 35 лет, которые в самом расцвете сил набираются опыта и принимают эти условия. Условия, ну, они достаточно понятные, то есть 5 лет непрерывной работы без смены должности. То есть это учительская должность, то есть те, кто, скажем, за этот период переходил на должности руководящие, заместители директора, либо директора, они из этой программы уходили. Ну и всего нужно сказать, что за весь период реализации программы 330 человек таким образом были направлены. Это достаточно серьезная цифра, потому что это дополнительно к другим программам, как вы уже правильно отметили. По самым разным предметам, все можно здесь перечислять, и физика, и химия, и биология, и русский, и английский, и литература, и география. Ну и 290 из них дошли до конца, то есть получили сертификаты. Ну и сейчас вот вы сказали о коллегах, действительно буквально на днях случилось это событие. Я помню 2016 год, тогда мы проводили здесь в Якутске Ленский образовательный форум, вручили сертификаты группе, которая до них отработала 5 лет. И я помню, как мы набирали этих коллег, их было 30, из них вот дошли до конца, выполнили все условия 25 человек. А вообще, много ли желающих было принять участие в этой программе? Потому что мы понимаем, что есть вот должности учителей, не закрывающиеся многие годы. То есть, понятно, есть какие-то причины, почему не закрываются. Мы не будем о них сейчас говорить. Но, то есть, был ли спрос среди вот претендентов? Спрос есть, конечно, среди претендентов, но здесь вот как раз вы говорите, не будем говорить о причинах, да, но на самом деле вот я тоже как учитель, да, я прекрасно понимаю сложности. Сложности связаны с тем, что классы небольшие, мало детей, это определенная специфика, это малокомплектные школы. Т1 предметник во многих случаях в этой школе. Даже посмотрите на список выпускников, можно сказать, программы этого года. Это, например, Бестяхи, Линда, Жиганского улуса, да, Юринхая, Анабарского, Урусалаха, Быйского. Ну, так можно перечислять. Себенкёль, Кобяйского. То есть это действительно маленькие школы. И ограниченные возможности тогда тем более это было. Да, сейчас, слава богу, появляется все-таки оборудование. Очень много программ реализуется в рамках национального проекта образования. Здесь довольно серьезно подключается интернет. Интернет это тоже такой один из факторов, который вызов для молодых, для педагогов. Ну и, конечно, все-таки желание работать.
Ну, давай вопрос передадим тому самому человеку, кто не побоялся, который да, на себе опробовал этого программу. вызова. Елена, вот расскажите, пожалуйста, как вы узнали о данной программе и было ли это основным фактором для того, чтобы мотивация, может быть, для того, чтобы вы отправились работать в Северную область? Ну, конечно же, в первую очередь я это рассматривала как хорошее заложение будущего для меня. Ну и, во-вторых, мне не сложно было, потому что я сама родом с Нижнеколымского района, и мне повезло отрабатывать именно в родном районе этот контракт. Ну, в принципе, я думаю, что... Ну, не сложно было, да? Ну, не было таких сложностей, если не считать того, что на протяжении 6 лет, ну, по факту я отработала там 6 лет, за эти 6 лет я 2 раза хотела уволиться, я хотела расторгнуть все договоры, потому что психологически эмоционально было очень тяжело. Даже несмотря на то, что родной район. Да, потому что очень много проблем в социальном плане. Это жилищные условия, это трудовые условия. Ну, было очень холодно, я постоянно мерзла. Мне очень, ну, я очень хотела постоянно согреться. Вот это было очень сложно для меня. То есть климатические условия, да, Да, были тяжелые для вас? да. Но в целом вы прошли до конца, и вот если подвести такое общее резюмировать, да, участие положительно вы его для себя оцениваете? Да, конечно, если отбросить сейчас все эти негативные воспоминания, на сегодняшний день в итоге я думаю, что это только плюс, потому что это колоссальный опыт в социальном плане, опять же, для меня. Ну и конечная цель. Ну, и вы перевелись все-таки в город, да, работать сейчас, или все-таки остаетесь работать там? Сейчас я пока в раздумьях, ну, меня там ждут. Ага. Вас там Но ждут. тем временем уже в начале лета возобновилась же программа, если правильно Ну, понимаем. вообще, за последние 2 года достаточно много у нас сдвинулось, да, в части именно обеспечения кадрами арктических северных улусов. Августовское совещание 2019 года, оно, в общем-то, принесло свои плоды, потому что наряду с тем, что, да, возобновилась эта программа, сейчас об этом еще скажу, у нас появилась новая программа «Учитель Арктики», которая уже такая более широкая. То есть это программа, связанная с тем, что мы компенсируем вопросы, касающиеся переезда к месту работы. Даже вот уже за 2 раза и в прошлом году, и в этом году увеличили в килограммах, так скажем, да, поддержку со стороны государства на то, что можно с собой перевести. Потом это развитие педагогических команд. То есть мы все-таки считаем, что в школах должны быть не единичные преподаватели, которые выезжают, это должны быть предметники, несколько человек, которые формируют команду, которые формируют прежде всего новую среду для наших детей. Это создание педагогических классов. Этим активно занимаются наши 3 педколледжа сейчас в арктических улусах. Ну и, конечно же, как элемент это возобновление программы жилища. Был небольшой перерыв, но вот буквально недавно, 17 июня 2021 года, было принято постановление правительства нашей республики, где принято решение о возобновлении этой программы. И вот буквально несколько дней тому назад, уже в июле, рабочая группа министерства определили 32 вакансии. То есть было 70 наиболее острых, по 32 определились. Это 17 улусов, напомню, Север и Арктика, где от 1 до 3 вакансий будут сейчас уже объявлен конкурс, новый набор. Ну и, конечно, мы с гордостью, это, кстати, в СМИ, да, звучало на прошлой неделе, что действительно программа наша, она послужила, так скажем, основой для принятия решений на федеральном уровне. То есть президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 2 года тому назад обратился с инициативой земского учителя. По сути, она почти повторяет и по объему средств, и по срокам работы. Единственное, они у нас разные, потому что там чуть больше возрастные ограничения, и стаж требуется чуть больше. Ну, то есть нельзя участвовать в 2 программах? Есть такое? В принципе, можно. Можно. На самом деле, есть еще и региональные программы. То есть у нас, вот, если говорить об этой программе жилища до 35 лет, есть несколько программ в улусах до 45 лет, например, Анабар, Оленек. И это тоже очень важно, когда уже педагоги с опытом приезжают на определенное время. Ну и программа «Земский учитель» до 55 лет. И это перемещение между регионами. Ну, к этому и идет, в общем-то, что действительно опытные педагоги. И мы даже считаем важным, я тоже обращался к учителям, которые 25 получили на днях, что, пожалуйста, оставайтесь, работайте, вы можете просто и переехать из района в район, сменить школу.
Но я как учитель прекрасно понимаю, что это же дети. Дети к ним привыкли, и учителя привыкли к детям. То есть это определенные обязательства социальные, человеческие. Ну, вообще можно сейчас какую-то статистику провести, ну, буквально в 2 словах, сильно развернуто не надо. Остаются ли люди, которые приняли участие в программе, вот там на местах, или все почти возвращаются? Да нет, значительная часть остается, потому что и семьи формируются, все-таки программа для молодых педагогов. То есть многие остаются, создают семьи, учительские в том числе семьи. И, в общем-то, главное, что они остаются в профессии. И все-таки даже если есть переезд в другой район, либо даже в Якутск, потому что жилища ранее в основном приобретали в Якутске, ну, так скажем, то, конечно, это все равно они остаются в нашей отрасли образования. И последний вопрос, Елена, к вам. На что планируете потратить сертификат? Уже какие-то планы есть или пока отходите от этого, что называется? Ну, я пока в поисках, Но у меня еще есть 3 месяца в запасе, поэтому я думаю, что нужно к этому подходить основательно. Я не тороплюсь, вот, поэтому... А планируете ли вы дальше принимать участие в аналогичных программах, вот в той же «Земский доктор», либо «Земский учитель»? И вы хотите тоже? Или пока не думали? Нет, я пока еще об этом не думала. Я только закончила, я только отхожу, как вы говорите, от этого. Я думаю, Михаил Юрьевич поможет вам. Вот. Ну, спасибо большое, что пришли в это утро, рассказали нам, собственно, о программе, о том, как она работает, как в ней можно принять участие и какую пользу, в принципе, она приносит в первую очередь для детей. То есть образование — это все-таки очень важно. Ну, а мы продолжаем. И уже отходя от нашей темы, такой вопрос, буквально в 2 словах. Делаете ли вы по утрам зарядку? Я в основном это хожу, да, то есть вот зарядка такая. Ага. Елена? Когда есть настроение, то, конечно, да. Ну вот специально для тех, да? Для тех, у кого сегодня есть настроение зарядиться, прямо сейчас в нашей программе «Зарядка». Доброе утро. Первое упражнение – пробуждение. Поднимаем руки, ноги, потрясли, проснулись. Второе упражнение делаем лежа, подтягивая колено к груди. Обхватываем руками. Третье упражнение делаем на пресс. Поднимаем руки, поднимаем ноги, сгибаем в коленях. Опускаем по очереди правую руку, левую ногу и меняем. И четвертое упражнение – это ягодичный мостик. Ноги на ширине плеч, пятки ближе к ягодицам. Поднимаем таз, прожимаем ягодицы. Комплекс упражнений подтягивания. Упражнение мы выполняем на четвереньках. Поднимаем правую руку и левую ногу. Выпрямляем, опускаем и меняем. Второе упражнение – кошечка. Руки прямые, в локтях мы их не сгибаем. На выдохе закругляем спину, голову под себя. На вдохе поднимаем голову наверх и максимальный прогиб в пояснице. Третье упражнение – лодочка. Мы поднимаем корпус, руки прямые, заводим назад за спину, делаем выдох. И плавно опускаемся вниз, делаем вдох. Комплекс зарядка. Первое упражнение – присед. Ноги на ширине плеч. На приседе мы делаем вдох, ягодицы уводим максимально назад, колени за носки не заходят. Встаем, выдох. Второе упражнение – наклоны вперед. Руки за голову. Во время наклона стараемся локти не сводить. Третье упражнение – скручивание на пресс, на косые мышцы живота. Руки за голову и скручивание локоть колена в правую сторону и в левую.
хорошего дня и отличного настроения. Ну, самое время узнать, что же нашептали нам звезды. По мнению астрологов, эта неделя будет очень активная, позитивная. Ну и внимание на экран. Овны. Неделя будет для вас приятной и спокойной. Свободное время гороскоп рекомендует направить на устранение недосказанности в личных делах. Больше такта в общении, и вы осуществите любое желание. В середине недели может появиться апатия и лень. Не обязательно всегда быть деятельным человеком. Как только досрочно расслабитесь, возможно появление интересных идей, которые следует зафиксировать для дальнейшей проработки. Тельцы на этой неделе могут смело внедрять инновации в жизнь. Можно попробовать себя в новых делах, освоить новое хобби, поэкспериментировать с прической или избавиться от ненужных вещей. В финансовых вопросах гороскоп рекомендует проявлять осторожность. Если нет в этом крайней необходимости, перенесите на следующую неделю крупные покупки и другие возможные расходы. Во второй половине недели возрастут коммуникативные способности. Настроение будет приподнятым, а энергетический потенциал высоким. Выходные прекрасно подойдут для физических нагрузок и отказа от вредной привычки, если таковые имеются. Близнецы. В начале недели может показаться, что вы перестали вызывать интерес у других людей. Через некоторое время вы вновь восстановите свою популярность. В этот период близнецы могут получить ответ на важный вопрос. Во второй половине недели на первое место выйдет личная жизнь. Больше спокойствия и внимания партнеру поможет предотвратить недопонимание. В выходные будет полезно начать то, что вы откладывали все это время. Возможно, речь идет о самообразовании или о прочтении интересующей вас литературы. Раки. Эта неделя укажет на эффективность курса, который вы выбрали. Даже если придется откорректировать какой-то процесс, это не повлияет на ваш успех. Радостное настроение благополучно отразится на отношениях с близкими людьми. В середине этой недели у раков, не имеющих второй половинки, может состояться значимая встреча. Или вашего знака зодиака на этой неделе будет хоть отбавляй, но имеется риск направить ее в неправильное русло. Чаще советуйтесь с теми, кто знает толк в жизни. Астрологическая картина сейчас такова, что каждый из львов имеет все шансы обрести личное счастье. В конце этой недели будет полезно свести к минимуму любые контакты. Чтение книг и просмотр развивающих программ принесут куда больше пользы. Легкий полет фантазии поможет обрести спокойствие и гармонию. Девы, дар вашего убеждения на этой неделе достоин похвалы. Применяйте свое красноречие по назначению и проявляйте чуть больше расторопности в текущих делах. Гороскоп советует девам мыслить шире привычных шаблонов. С середины недели жизненные приоритеты дев изменятся. Хотите вы этого или нет, на первое место выйдут личные отношения. Могут обнажиться недоговоренности и размолвки. Весы, перед вами появится несколько неотложных задач. Решая их, опирайтесь и на опыт, и на интуицию. Позитивное настроение и вера в себя помогут достойно провести этот период. К концу недели самое время задать жизненно важный вопрос, попросить чьей-то протекции, напомнить о себе должнику или отправиться в банк за выгодным кредитом. Скорпионы, представители вашего знака зодиака, будут подсознательно чувствовать тревогу от общения с кем-то из новых соседей или друзей. Возможно, лучше не форсировать события на пути сближения с этим человеком. Спешить не нужно и в домашних делах. Необходимо следить и за тем, каков уровень ваших жизненных сил. Следует отказаться от неотложных дел ради восстановления организма. Энергия станет расти, если окружите себя тем, что особенно любите. Стрельцы, вам на этой неделе, скорее всего, не избежать недомолвок и сплетен. Постарайтесь не привлекать к себе слишком много внимания, не пытайтесь перетягивать одеяло в ходе диалога. Скромность и простота приветствуются буквально во всем. К середине недели у многих из вас появятся на руках главные козыри. Возможно, станет более понятной ситуация в личных делах или состоится знакомство, которое способно стать судьбоносным. Козероги, начало недели для вас ознаменуется необычным предложением. Не торопитесь его отвергать. Не исключено, что прозвучавшее можно будет использовать с расчетом на будущее. В середине недели возрастет творческая составляющая жизни. Смело беритесь за пробу пера в любом интересном для вас направлении. Водолеи, у вас на этой неделе почти не останется времени на отдых. Каждое дело, которое будут начинать представители вашего знака зодиака, приблизит вас к успеху. Особенно продуктивно будет удаваться переговоры
переговоры и обсуждения. Во второй половине недели гороскоп советует не вмешиваться в происходящие события. Скептически относитесь ко всем новостным вбросам в этот период. Далеко не вся входящая информация исходит из достоверных источников, и уж точно не вся заслуживает вашего внимания. Рыбы, неделя благоприятна для того, чтобы приблизить свой успех. Но не следует забывать и о повседневных делах. Во второй половине недели возможно неожиданное развитие событий в том процессе, который, как вы считали, не требует внимания. Откорректируйте поведение, проведите работу над ошибками и ни в коем случае не останавливайтесь на достигнутом. В выходные этой недели будет хорошо посвятить близким членам семьи или любимому человеку. Гороскоп – это, конечно, хорошо, но не стоит во всем полагаться на прогнозы астролога. Да, тем более в жизни разные ситуации бывают, и многие из них очень часто требуют какого-то такого подхода юридического, что понимание законов, по которым мы живем, потому что звезды звездами, как ты уже сказала, а законы никто не отменял. Вот что делать, если вдруг причинен ущерб имуществу какому-то, пускай даже не нарочно? Об этом нам расскажут юристы со своими советами. Всем доброго летнего утра. Сегодня мы поговорим о компенсации морального вреда. Согласно статье 1064 Гражданского кодекса, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. В данном случае в эту категорию дел попадают у нас дела по причинению вреда по неосторожности, да, то есть это вред при дорожно-транспортном происшествии, вне зависимости, речь идет о столкновении автолюбителей или автолюбителей и пешехода. Это вред, причиненный при оказании медицинской помощи, то есть компенсация морального вреда также может быть заявлена. И также вред, причиненный в результате падения, то есть в данном случае мы именно рассматриваем, когда вред причинен здоровью человека. Что необходимо знать? Первое, эта категория дел рассматривается в общей юрисдикции с участием прокурора. Срок исковой давности в 3-годичной на эту категорию дел не распространяется, но взыскание будет за последние 3 года. Что мы взыскиваем? Мы взыскиваем недополученную заработную плату. Эта заработная плата исходит из среднего заработка за предыдущие полгода до момента обращения, рассчитывается по дням и считается те дни, которые вы провели на больничном и не могли получать заработную плату в полном объеме. Также взыскивается компенсация морального вреда в том размере, согласно, как вы увидите, у нас твердого расчета компенсации морального вреда на данный момент законодательством не установлено, поэтому исходим из ваших страданий. То есть страдания выражаются, если это продолжительная болезнь, если это продолжительное нахождение на больничном, если это неоднократное обращение к врачам и операции, также если вы лишились иных источников дохода, возможно, были реализованы ваше имущество для покрытия затрат на лечение, это все можно обосновывать компенсацией морального вреда. Средняя компенсация морального вреда при причинении вреда медицинским учреждениям сейчас составляет от 500 тысяч рублей. В случае дорожно-транспортных происшествий, в случае падений, в связи с ненадлежащим оказанием коммунальных услуг, да, то есть не чистят тротуары, не чистят лестницы. Это, замечу, распространяется и на торговые центры. Там также есть управляющие компании, которые обеспечивают уборку территории. Да. Все это исходит примерно от 50 до 150 тысяч рублей. Это средняя статистика. Что нужно собрать? Нужно зафиксировать факт обращения к врачу, собрать все больничные документы, то есть общая выписка о том, что взаимосвязь между вашим лечением, а также причинением вам вреда и действиями того или иного субъекта отношений, то есть если тут ДП, что было постановление о привлечении к административной ответственности виновника и установлено, что вы являетесь потерпевшим, потому что там же одновременно возбуждается уголовное дело, если вред средней тяжести. Также необходимо обязательно обратиться к работодателю с справкой 2 НДФЛ о заработной плате, чтобы произвести расчеты, и обязательно все дополнительные расходы на лекарства и иные расходы, связанные с улучшением вашего здоровья. То есть это, возможно, вас направляли на массаж, возможно, вы покупали корсеты, возможно, вы обращались к иным специалистам. Все это необходимо зафиксировать. Этого будет достаточно для того, чтобы обратиться в судебном порядке, если добровольно, получается, виновник не хочет компенсировать. Ну, будьте здоровы, будьте внимательны и берегите, конечно, себя. А мы вновь передаем слово нашему новостному обозревателю Кристине Якуповой.
Арктические моря могут начать полностью очищаться летом от льда до 2030 года. Ледяной покров в Баренцевом и Карском морях может стать сезонным явлением, наблюдаемым только в зимние месяцы. Полное очищение Северного Ледовитого океана на период более 1 месяца в летнее время, согласно прогнозам экспертов, может наблюдаться в 2080-2100 годах. Продолжительность ледового сезона сокращается вследствие более позднего начала замерзания и более раннего вскрытия. Сжечь сухую траву ближе к дачам и частным домам могут разрешить в России. МЧС предлагает внести изменения в правила противопожарного режима. Они затронут владельцев садовых и огородных участков, а также индивидуальных земельных участков в населенных пунктах. Ведомство предлагает разрешить сжигать сухую траву, ветки и другую горючую растительность на расстоянии не менее 15 метров от зданий, сооружений и других построек. В настоящее время место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего здания. Напомним, с 1 января в России ужесточились правила пожарной безопасности. В дальнейшем они могут быть пересмотрены. Решение о выдаче справки о наличии медицинского отвода от вакцинации принимают врачи медорганизации, где наблюдается пациент. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Противопоказания могут быть как постоянными, так и временными. Если определено, что у пациента есть временные противопоказания к вакцинации, то справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку. Мурашко добавил, что исследования доказывают, что заболеваемость близких людей вакцинированного человека снижается минимум на треть. Кроме того, он напомнил, что при наличии противопоказаний должны соблюдаться все меры защиты. Первый бесковидный пляж открылся в Сочи. На безопасный берег могут попасть туристы и местные жители, которые сделали прививку от ковида и имеют с собой сертификат. Также на пляже могут находиться те, у кого есть отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее, чем за 72 часа. Организаторы уверены, что данные меры обезопасят посетителей, ну а сами отдыхающие остались довольны подобной инициативой. Приехала из Москвы, так как там очень много заболевших, сделала прививку, чтобы обезопасить себя и окружающих. Приехала отдыхать в Сочи, узнала, что есть пляж бесковидный, Лазурная. Нужна только распечатанная справка о прививке, сертификат. Решила попробовать прийти, очень комфортно. Так как очень много болеющих по стране и в городе, что в Москве, что в Сочи, лучше прийти на безопасный пляж и отдыхать в безопасном месте. О пляже мы узнали от знакомых, то, что на этом пляже строго с этим, что проверяют сертификаты, проверяют ПЦР-тесты, потому что мне в первую очередь важно мое здоровье, здоровье моих близких, поэтому тут очень комфортно, и я не хочу привезти с отпуска, лежать на карантине 2-3 недели, потому что это очень страшно, люди умирают из-за этого, так что вакцинируйтесь. На этом у меня вся информация. Хорошего вам дня. Слушай, на дворе сегодня 19 июля, и лето в самом разгаре, как в разгаре и дачный сезон, Даш. И я знаю, что в воле именно служебных обязанностей ты с дачей, в принципе, на «ты» в последнее время стала уже. Да, действительно, я помимо того, что встречаю утро здесь с тобой, да, помимо этого, конечно, мы работаем в новом проекте «Подворье». Ты продолжаешь день на даче. Да. Проект «Подворье» существует уже несколько месяцев, и действительно, я волей судьбы, имею такую уникальную возможность посещать различные дачные участки, приусадебные хозяйства, и уже стала разбираться в животноводстве, растениеводстве. Вот как раз о растениеводстве существует такое понятие, да, как многолетние растения, то есть которые вы посадили, они растут, особо ухаживать за ними не нужно, и они как бы много лет цветут. Действительно, я вижу, ты немножечко не разбираешься в этом. Я с дачей не на «ты», как ты. В общем-то, ты действительно правильно говоришь, что это многолетки или многолетние растения. Посадил, ухаживаешь, и, в принципе, они радуют тебя несколько лет. И самое время перейти к нашей постоянной рубрике «Сад и огород». Да, дачные эксперты нам расскажут как раз про многолетние растения. Доброе утро, уважаемые дачники, уважаемые телезрители. Какие многолетники перезимовали эту суровую зиму у нас и нас порадовали своими цветами. Вот ландыши
Ландыши это из Одинцовского питомника. Они очень крупные. Цветонос большой у них, высокий, до 14-15 колокольчиков. Зимуют прекрасно. Это будут первые цветы, которые вас будут радовать. Даже около озера они очень прекрасно зимуют безо всякого укрытия. Вот начинают лилейники. Лилейники, конечно, у меня разные, они все. Они зимуют, но вот у них корневище почему-то вот оно перемерзает или что, но они не погибают. Я убираю эти корневища и снова сажаю их, высаживаю, и вот они вот так растут. Миртензия, вот, это она у всех у нас есть, очень красивые, неприхотливые, благодарные, такие листья красивые у нее. Колокольчик точечный называется. Он немножко в крапинку, вот такой красавчик, видите, внутри. И он называется точечный. Вот там точечки видно. И посмотрите, сколько будет цветов. И, конечно, наши лилии. Но вот у меня это не сарданы, это лилии с Байкала. Они до 18 вот цветов дают. Но я что узнала, поняла, их нельзя трогать. Перекапывать ни в коем случае. Можно брать детки, возле них брать детки. А если их перекопать, они, наоборот, цветоносов дают меньше. И вот теперь они только раз каждый год будут прибавлять по одному цветку. Но очень красивые. Чтобы они радовали нас и хорошо росли. Они зимуют очень хорошо, безо всякого укрытия. Но только когда снег сойдет и покажется вот такой штырек первый, я их подкармливаю комплексным удобрением, равное, чтобы был азот, калий и фосфор. Просто вот так на мокрую землю, снег когда сходит, я вот так вот здесь раскидываю, вот так, немного. И ничего не делаю, не заделываю, ничего. Это вот весной. Поливаем гумат калия, просто гумат, плюс 7, чтобы все были микроэлементы. Тогда они будут вот такие красивые. Ну и сейчас, конечно, мы подходим к моему любимому цветку. Это пион, Марьин корень. Семена. Очень хорошо дает он семена. Но их нужно собрать, когда они черные станут. Если сразу посеять, он сходит только на 4-й год. Стратификация вот такая длинная. Дельфиниум, конечно, очень благодатный цветок такой. Потом он будет вот цвести. Вот он цвет сейчас набрал. Мне нравится, что двор меняет окраску. То голубой, сиреневый. Теперь вот лилии цветут. Потом начнут цвести дельфиниумы. Желаю вам всем цветущих растений, красивых. Я всем желаю успехов в этом деле. Есть такая странная фраза «утро начинается не с кофе». Мне кажется, так говорят только те, кто действительно не разбирается в этой теме. На мой взгляд, нет ничего прекраснее, чем чашечка ароматного кофе с утра. Ну а как правильно его выбрать и приготовить, сегодня нам расскажут наши гости. Это Попова Ольга, она является владельцем одной из самых популярных кофеин в городе нашем, и также Слесаренко Андриан. Он у нас является старшим бариста. Доброе утро. Здравствуйте. Ольга, ну вот расскажите, пожалуйста, все-таки для тех, кто вообще не разбирается в кофе, с чего нужно начать, чтобы, допустим, ну как-то привить себе вот этот вкус, эту культуру питья? Ну, в первую очередь, мне кажется, нужно быть просто открытым и начать пробовать. На самом деле сейчас кофейная индустрия достаточно активно развивается. И кофе, как и любой другой продукт, нужно пробовать так же, как кухни из разных стран и так далее. Если вы можете начать с чего-то и потом отталкиваться уже от своего вкуса. Здесь, мне кажется, нужно, мне нравится покрепче, мне нравится поспокойнее, мне нравится с кислинкой, и уже от этого отталкиваетесь. Ну а сколько сортов кофе есть сегодня в наличии у вас в кофейне? Ну и насколько вообще широк этот мир?
У нас кофема Существует. представлена более 30 разных видов кофе с разных континентов. Африканский кофе, Южная Америка, Латинская Америка. Вы можете, ну вот как раз они именно континентально очень сильно отличаются от вкусов. То есть вы можете начать с какого-то конкретного континента и уже дальше подскажут вам наши, допустим, сотрудники, могут вас сориентировать. Ну, а на лично ваш вкус, самый вкусный кофе для вас? Я люблю африканский кофе, но африканский кофе, наверное, для начала это немножко... Жестко. Жестко, да. Это достаточно яркий вкус, там очень яркая кислинка. И, наверное, я бы посоветовала начать с чего-то более стабильного, чего-то более спокойного. Это вот Бразилия, Колумбия, Коста-Рика – идеальный вариант. Вот так вот, да? Ну и давайте поговорим все-таки о способах приготовления кофе, ведь есть же альтернативные варианты, да, сейчас Да. очень такие популярные, да. Люди только начинают узнавать, у нас это все-таки в республике недостаточно популярно, да? Да, у нас, получается, есть вариант приготовления эспрессо-машина. Все остальные способы называются альтернативные методы заваривания. Их тоже достаточно много сейчас уже. Есть основные, самые популярные, это Chemex, Aeropress, есть домашние методы заваривания, такие как турка, такие как French Press. И это все очень удобно, не нужно тратить деньги на какую-то дорогостоящую машину для дома. Все очень просто и быстро можно приготовить дома. Ну вот именно для этого сегодня мы пригласили, да, в студию человека, который разбирается именно в способах приготовления. Паша, ну тебе сегодня повезло, ты познаешь что-то новое. Искусство приготовления кофе я Да. сейчас познаю. Адриан, вот у нас много на самом деле здесь инструментов. Некоторые из зрителей я можем узнать. Да, это French Press, если не ошибаюсь. Press, да. Ну, чайник, как бы, кто не знает, чайник. Ну, по сути, чайник. Да, чайник, у нас специальный чайник со специальным носиком. То есть температура чайника идет от низа, и для того, чтобы температура была всегда одинаковая, вода будет литься от дна, то есть, а не сверху, как в обычном чайнике. Ну, то есть, как бы, именно технически особенный чайник, но суммарно мы храним, нагреваем воду. Да. Да. Вот это я предполагаю, что это кофемолка ручная, но я могу ошибаться. Нет, это другой способ заваривания, называется аэропресс. Это более походный, более простой способ и один из самых современных. То есть в 2001 году его придумали, чтобы ходить в походы. French Press – один из самых старых способов. То есть его придумали в Италии, но стали готовить именно на французских заводах. Поэтому пришло название French Press. И у нас есть весы, палочка и чайник. И два вида сорта кофе. У нас сегодня Перу будет. Это более классический вид кофе, более понятный для всех, с немного шоколадными оттенками. И есть Кения. Кенийское кофе. Да, Кения Зерна. кофе, африканский, то, что называется уже более спешлти кофе. Более интересный вкус, большой послевкусие будет. Ну что ж, как бы перейдем непосредственно к нашему процессу. Давайте заварим. Я так понимаю, Можем у нас начать с френч-пресса, то есть большой. Вот как это происходит? Просто берем френч-пресс, засыпаем кофе. Есть пропорция небольшая, можно ее соблюдать, чтобы был всегда одинаковый кофе. Это 1 к 10. На 1 грамм кофе 10 миллилитров воды. То есть примерно 2 большие ложки можно взять. То есть это будет 20 грамм примерно. И залить чайник не кипяченый, а слегка остывшей воды. А почему? Кипяток, он обжигает кофе и убирает почти все вкусовые качества. То есть То это есть он ошибочно, начинает- да, когда он вот начинает только горчить. закипел чайник, сразу заливать? Да, горячая вода начинает горчить. Вот так вот, Паш. Ну, вообще даже чай не рекомендуется заливать сразу кипятком, когда вскипел чайник. Нужно немного подождать, чтобы температура до 85 где-то опустилась и так далее. Все, слегка опускаем поршень и ждем 4 минуты. Когда пройдет 4 минуты, мы опускаем поршень до конца и можем уже пить. То есть пока перейдем тогда, заваривается. наверное, к следующему. Аэропресс. Для меня это практически как какой-то элемент, знаете, космического корабля. У него есть фильтр бумажный, как сама заварка и поршень. То есть есть прямой способ, перевернутый и прямой. Можем сделать прямой, он более простой. То есть также насыпаем кофе. Тоже с такой же пропорцией. Пропорция чуть другая. Здесь надо чуть поменьше воды, чтобы раскрыть кофе, потому что мы еще будем добавлять усилия. То есть это будет примерно несколько бар в давлении. Ну, 2-3 бара. фактически выжимка такая Да. произойдет. Но при этом можно будет достаточно хорошо его пить. То есть это будет не эспрессо, более питкий вариант. И заливаем также. Ольга, подскажите, горячей пожалуйста, водой. все-таки вот мы сейчас видим варианты, да, альтернативного заваривания кофе. И вообще,
Ну, по статистике, возможно, у вас есть уже вот из всех альтернатив самые популярные какие? Вот что Мне понравилось местным жителям? Мне кажется, что самый популярный вариант это кемикс, потому что это эстетика, там очень красивая колба, визуально это напоминает декантер винный, и людям именно в первую очередь более интересно просто. Плюс кемикс имеет достаточно плотный фильтр, бумажный, и кофе получается очень легкий и невероятно приятный языку. Вот, Ну, аэропресс – это отличный вариант для людей, которые любят походы, которые любят путешествия. У него есть сумочка, его очень просто носить с собой куда-то. Вот сейчас мы видим, да, наблюдаем. То есть пока мы ждем, не прикладываем, да, еще силу никакой? Да, мы ждем 2,5 минуты, максимум 3 для заварки, а потом мы уже прикладываем давление и делаем выжимку кофе. Ну, я думаю, что с френч-прессом у нас время ожидания, Да, наверное, френч-пресс уже подходит прошло. к готовке. Просто опускаем поршень до конца, и все, кофе готов. И Андриан, чтобы... а можно тут в чем-то ошибиться вообще? Да. Передавить, я не знаю, пережать? можно. Или в принципе тут все... Например, надо сразу вылить куда-то кофе, то есть саму жидкость, чтобы кофе дальше не заваривался. То есть он может перевариться и опять дать горечь. Вот так вот. Можем, например, разлить по чашечкам. И френч-пресс будет более плотный от аэропресса, то есть будет ощущаться плотность самого кофе. Аэропресс тоже подходит к концу. Просто легким нажатием. На самом деле там нужно действительно приложить усилия, это не да? такое легкое Вот я нажатие. смотрю, что он практически всем весом, да, это я так думаю. Ну, а можно попробовать? Да, Вот можно просто попробовать. давить, да? Просто дави. То есть я вот так держу и просто... Это не так На просто, самом деле как кажется, что Да, на самом деле идет достаточно просто. Паш, ну я думаю, ты можешь, в принципе, уже порадовать сегодня домашних своих вот таким интересным методом. Тебе Ну, нужно приобрести вот такой прибор, и у тебя так, очень хорошо кстати, получается. Распространен ли, то есть в плане приобретения у нас в городе, допустим, такие Да, и он приборы? продается не только у нас, он продается во многих кофейнях, потому что этот способ сейчас тоже является достаточно популярным. А сахар, сливки и прочая история, она добавляется уже попозже. лучше добавить, лучше вообще не добавлять, попробовать сам кофе. То есть как он раскрывается во вкусе. И я заметил такой момент, что вот френч-пресс мы заваривали, и получается, как его, аэропресс. В аэропрессе пенки нет. Да, за счет того, что здесь немного другой помол, и кофе дольше стоит. То есть он больше проваривается. Но я думаю, имеет смысл попробовать нам этот кофе. Паш, ну ты попробуй, поделись впечатлениями. То есть тебе не передавать. Ладно, давай я попробую с аэропресса. Так. Ну, как бы не, раскрывается очень. Я не ценитель кофе в плане того, что я эксперт и все знаю, но я чувствую аромат Ну что кофе. ты чувствуешь? Какие нотки? Это как раз-таки Африка, Мне почему-то кажется, такие древесные нотки, Да? я их ощущаю, да, и они очень уютные. Это Африка. Да, это Африка, Это Кения. Африка. Это Кения, ну да, все правильно. Все правильно. Ну что ж, на этом у нас, к сожалению, время эфирное подходит к концу. Мы бы еще поварили кофе, попробовали, может быть, разные сорта. Андриан, Ольга, спасибо большое, что пришли в это утро замечательно, напоили нас кофе, рассказали о нем, а мы, уважаемые телезрители, с вами прощаемся и, собственно, желаем хорошего утра, отличного настроения.